ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في فاتحة هذه المجالس المباركة На этой благодарной встрече мы будем говорить о понимании воли. من هذه المجالس يقول رب العزة سبحانه وتعالى: Всевышний Аллах говорит: если кто пожелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиену, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Задумайтесь над этим. Всевышний говорит: тот, кто возжелает. Речь здесь идет о желании. Тот, кто возжелает приходящей жизни. И далее говорит Всевышний: а если кто возжелает последнюю жизнь? Наша конечная остановка связана с тем, что мы желаем. Наше состояние, наше будущее, счастье и несчастье, довольствие и гнев, спасение или разочарование — все это связано с тем, что каждый из нас желает в этом мире. Это то разделение, которое сделал Всевышний Аллах, разделом между счастьем и несчастьем, между раем и адом, между довольствием и гневом Аллаха. Всего лишь возжелание мирского. Всевышний сделал лишь возжелание мирского причины, приводящей его к мучениям и гневу. Далее желание же последующего мира Всевышний связал с подобающими для этого деяниями. Мы постоянно слышим разговоры о возжелании мирского, мирское, мирское, мирское. Последователи мирской жизни, последователи мира последующего. Какая цель от мирского, о которой так говорят? Возжелание и получение только мирского? Какова цель от слова «мирское» порицаемо? Еда ли это, или питье, или одежда, или средства передвижения, такие как машина, самолет, или дома, или мебель, или получаемые деньги? Становится ли человек из-за получения этих вещей, желающий мирское? Повлечет ли это за собой гнев Аллаха? Жизнь вечная. Какова цель от желания последующей жизни? Заключается ли она в том, чтобы не было никакого удела или взаимосвязи с мирским миром? В результате этих понятий возникает путь жизни, в которой мы живем. Появляется то, что называется путем к Всевышнему Аллаху. На этих встречах мы будем говорить о желании вступить на путь Аллаха, о желании познать Аллаха, достигнуть Его довольства, о желании приходящей жизни. Каждый в этой жизни желает. Кто-то желает мирское, посвятив себя для этого, ну а кто-то желает довольства Аллаха. Нужно понимать, что Всевышний запретил нам желать мирское. Какова цель от желания мирского, о которой мы получили предупреждение от Аллаха?
что тот раб, желающий только мирское, он порицаем, он будет в аду, он изгнанный. Какова тут цель от слова «мирское»? Ученые говорят, что мирское — это все, что находится на этой земле, в этом мире, чем пользуется человек. И до тех пор, пока его жизнь связана с мирским. В чем же тут грех? В том, что его сердце связано с мирским, что он желает одеваться, употреблять пищу, питье, садиться на машину. Также жили и сподвижники, соответственно, с их временем. Они садились на животных, жили в домах, одевали одежду, употребляли пищу. Табиины, праведные предки, они жили таким образом. Это и есть жизнь. Цель от порицаемого стремления к мирскому заключается в двух аспектах. Первый аспект — привязанность сердца. И второй аспект — занятость тела, к чему привязано сердце. Смысл первого аспекта привязанности сердца в том, что человек живет в этой жизни, не имеет цели, кроме как наслаждения этим миром, кроме как жития для нее. В итоге его время, стремление, размышление, имущество, тело становится предназначенным для этой цели. Тут возникают проблемы. В чем же нуждается человек в этой жизни? Что заставляет человека занять его время, его размышления, его сердце этой жизни, для которой он живет? Поистине человек нуждается в еде, чтобы иметь силы для жития, в одежде для укрытия аврата, для защиты от холода, в жилье ему и тем, кто с ним. Реально каждый человек в этом мире нуждается, будь он мусульманин, неверующий, взрослый, молодой, мужчина, женщина, разумный, глупый, сумасшедший. Каждый человек в жизни нуждается в трех вещах от мирского. В еде для укрепления тела в продолжение жизни, в жилье и то, что оно включает в себя, в одежде для укрытия аврата. Принимая во внимание эти основы, на каждую из этих основ, в которых нуждается человек, от мирского добавляется следующее. Разум человека и размышления с давних пор заняты такими вещами, которые добавились на эти три основы. Потребность в еде заставила размышлять о земледелии, об уходе за своими овцами, о стаде. Потребность в одежде заставила думать о прядении, о ткани. И другое, что было развито после этого, которое обратилось в учреждения, компании, швейные фабрики, сбыт, места, где приобретают одежду, это позднее развитие. Потребность в жилье заставила нуждаться в специальных навыках, нуждаться в работе для заработка. Эти потребности, в которых нуждается человек, незначительно расширены. Это заставило человека нуждаться во взаимодействии с другим человеком для достижения этих вещей, которых он желает от жизни. Она заставила думать человека: я нуждаюсь иметь дело с фермером, если сам им не являюсь. Я нуждаюсь иметь дело с портным, если сам этим не занимаюсь. Я нуждаюсь в строительстве иметь дело с инженерами, компаниями. Взаимодействие между человеком и его потребностями развивается. На эти нужды добавляются взаимосвязи между человеком. Эти взаимосвязи по человеческой природе возникли из-за нужд. Различия в взгляде и единое мнение, эти различия развивались между людьми, иногда перерастали в спор, вражду между ними. После этого перерастало в сражение. Некоторые народы воевали между собой из-за куска земли, которую они сеют, или же владельцы скота. И так продолжалось до наших дней. Люди враждовали за выпуск скота в плодородных землях. Появляется много людей, которые говорят о водном и продовольственном кризисе. Эти вопросы стали причиной спора между людьми. На эти конфликты и рост различий между людьми добавляются новые потребности, связанные с мирским миром. Эти потребности решают конфликты, устанавливается закон, выносят решения. В результате получается общественный порядок между людьми в их жизни. Эти развития влияют на человека. В результате этих развитий сердце и разум стало занятым размышлением о том,
Как я буду приобретать это, получать то? Может, продавец обманет в товаре, может, он потребует больше денег. Человек стал тратить на это время, сердце стало связано с делами жизни. Возникла вражда, различия между людьми из-за мирского. В сердцах возникла ненависть друг к другу. С развитием ненависти возникла зависть. Один стал завидовать другому из-за того, что он имеет. Почему ему удалось лишить меня такого и такого? Зависть сопровождается другой проблемой, и это гордыня. Если он умелый в каком-либо деле, он начинает гордиться и думать, что является лучшим, чем тот, который этого не умеет. То дело, которое стало для него доходом больше денег, он начинает думать, что он наиболее сильный, величайший, уважаемый, чем тот, у которого нет денег, посредством чего он смог собрать вокруг себя людей. Он чувствует, что он лучше другого, начинает гордиться над другим, в душе стало заражаться тщеславие и самодовольство. В результате в душе человека заражаются другие пороки из-за связи с мирским миром. Также люди, когда начинают наслаждаться мирским миром тем, что они получают, тут возникает вопрос: как найти еду для продолжения жизни? Одежду, чтобы укрыть аврат, уберечься от холода, дом для меня и моих родных. Возникает много вопросов. Появились различные блюда и выбор между ними. Человек стал склоняться к желаемому. Его нафс желает определенной еды. Затем, видя другого с другим видом пищи, он начинает желать то, что у другого. Нафс получает свою долю и наслаждается. Одежда, предназначенная для прикрытия аврата, для защиты от холода, для отличия от животных, превратилась в то, на что человек обращает внимание. К примеру, некий одет в одежду, которая отличается от моей, или же брюки иной формы. Компании стали изготавливать для нас одежду различных стилей. Из-за этого разум и сердце стало занятым наслаждением использования много различных форм одежды. Возникли воображения в умах людей. Люди стали думать, это человек уважаемый, почетный. Почему? Потому что носит одежду от компании. Некая Маша Аллах пришла в прекрасной одежде на какое-либо торжество. На другом торжестве ее заметили в более прекрасной одежде, чем предыдущей. В результате этого что происходит? Люди погружаются в обсуждение и согласно одежде оценивают человека. Чем это вызвано? Тем, что в основе человек был нуждающимся. Человек нуждался в доме для жития. Он приобрел дом. Затем появилось желание иметь больше комнат в доме, иметь комнату для гостей, сад во дворе, чтобы радоваться, глядя на нее, иметь бассейн для себя и для детей. Затем желает расширить дом, придать ей какую-либо форму. Ему не нравится определенная облицовка, так называемый декор сегодняшнего дня или форма дома. Проблема не в облицовке, не в форме дома, будь она из глины, камня или цемента. Проблема не в одежде, будь она красного или зеленого цвета, или из шерстяной ткани, или из хлопка. Проблема не в еде, это вкусно или та. Проблема во взаимодействии между мной и этим. Давайте рассмотрим, на чем основаны многие проблемы нашего времени. Большие войны, в которые пролито много крови на земле. Что является основой для этого? Серьезные конфликты между людьми на сегодняшний день, споры между государствами, между народом в одном государстве, между жителями одного квартала, между семьями, родными, родственниками, разрывание родственных связей, плюс к этому спору между рабочими в одной области, затем в одном доме, в одной семье, проблемы мужей и жен, увеличение статистики разводов, о которой так говорят, распад семей, потеря детей. Это острые проблемы, и их много. Если мы начнем рассуждать об этом, вы согласитесь со мной в том, что эти серьезные проблемы принадлежат к светскому миру, местное, общественное, приобретаемое, семейное. Это проблема каждого из вас.
Если поразмыслить, мы поймем, что данная проблема касается каждого человека. Счастье, несчастье, успех, разочарование, довольство, гнев, печаль, радость, спокойствие, доверие, недоверие, тревога. Это касается каждого человека, и поэтому Аллах поклялся тем, что есть. Аллах говорит: «Клянусь солнцем и его сиянием, клянусь луной, которая следует за ним». Солнце, луна, день, ночь, небеса, земля. Пределом всех клятв Аллах сделал человека, поклявшись им. Клянусь душой и тем, кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность. И каков ответ клятве? Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее. Говорят о счастье, радости в мирском мире и в жизни вечном. Говорят о неудачах. Проблема в вас самих. Поэтому мы нуждаемся в встречах для размышления о нашем пути к Аллаху. Большая разница между тем, кто берет кусочек еды и употребляет эту пищу, желая этой пищей сохранить доверенное ему тело Всевышним Аллахом, чтобы послужило причиной для сохранения этого доверия. Когда кушаешь то, что дал тебе Аллах, ты делай намерение искренне воздать хвалу Аллаху. Однажды у Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, спросили: «Ты какую воду пьешь, холодную или не холодную?» Некоторые аскеты того времени остерегались пить холодную воду. Али, ради Аллаху анху, ответил: «Я пью холодную воду». «Почему, о повелитель правоверных?» — спросили люди. «Потому что я воздаю хвалу Аллаху от глубины сердца. К примеру, летом ты испытываешь сильную жажду. Или, например, человек соблюдает пост, испытывая сильную жажду. Наступило время разговения, ему принесли холодную воду. Как он восхвалит Аллаха? Альхамдулиллях! Так восхвалит. А если выпить теплую воду, он скажет альхамдулиллях и скажет, что восхвалил Аллаха от глубины души. Тут существует различие, разница между тем человеком, который ест пищу, пьет напиток или одевает одежду, и его намерение восхвалить Аллаха от глубины сердца. Следовать велениям Аллаха, сохранить доверенное Ему. Какова же цель от еды, питья, одежды, жилья? Какова тут цель? Он желающий. Что же он этим желает? Достигнуть довольства Аллаха. Другой человек кушает, пьет, одевает то же самое, живет в таком же доме. Но какова его цель от еды, одежды, жилья? Этим он желает только лишь наслаждения. Одно наслаждение. Почему же желает только наслаждения, не имея иной цели, кроме как живя этой жизнью? Он ограничен во взгляде, желая лишь наслаждения. Хорошо, а в чем проблема, что человек желает насладиться этой жизнью? В желании лишь насладиться абсолютно никакой проблемы нет. Проблема в небрежности по отношению к цели от доверенного нам Аллахом, ради которого Он создал нас. Он утверждает, что нет иной цели от жизни, кроме как наслаждения. Допустим, что это так. А какой вред от этого? Вред тот, который мы упомянули. Разрушение мира, в котором живет народ. Уничтожение земли. Напрасное растрачивание ценностей земли из-за войны, ненависти, зависти. Его причина, основа, то, что стремящийся к мирскому думает лишь о себе, прокормит лишь себя. Проблема в нафсе, в нем серьезный дефект. Когда человек делает деяние вместе с тем, чем наслаждается нафс, с тем, что нафс требует, желает, отвечая желаниям нафса, у него возникают две серьезные проблемы. Первая проблема – желания нафса, они нескончаемы. Когда он желает, ты даешь, потому что он только и требует, а ты выполняешь его требования. Он желает, ты говоришь, я готов. В результате этого он не удовлетворяется. Требует во второй раз, ты даешь. Затем в третий раз, ты опять даешь. Он требует четвертый раз, и это ты даешь. Затем требует пятый раз, и так доходит до уровня, в котором пропадает наслаждение тем, чем он наслаждался. И тут начинает требовать то, что нереально, выходящее за рамки удовлетворенного, требует чего-то необычного. Что делают некоторые люди? Начинают обманывать, мошенничать, берут взятки, накладывают проценты, вредят другим, притесняют людей, чтобы получить имущество. Что к этому вынуждает? Следование требованиям нафса. Потому что нафс требует увеличения, и он отвечает желаниям нафса, будь это в еде, в питье, в одежде или в страсти к приумножению, в богатстве.
Первая проблема в желаниях нафса. Сколько бы ты ни старался удовлетворить ее, он не удовлетворяется. Сколько бы он ни наслаждался, он требует большего. Вторая проблема в самом нафсе. Каждый раз, когда ты желаешь удовлетворить его, он довольствуется, и это временное довольствие. Он наслаждается лишь в том мгновении. После этого это счастье уменьшается, в итоге пропадает. Пропадает в этой жизни до загробной. Приходит конец этому счастью, потому что счастье нафса связано с другим счастьем. Чтобы в нафсе всегда было счастье, это иллюзия. Он не доходит до истинного счастья. Когда человек переходит от желания мирского к желанию последней жизни, к желанию познать Аллаха, он наслаждается. Это его наслаждение. Он кушает еду, различные блюда, одевает то, что одевают люди. Даже лучше одевается, если есть возможность. Садится на лучшие средства передвижения, живет в лучшем доме, чем другие. Хорошо, но какая разница между ними? Разница в мирском. То, чем он наслаждается, есть истинное наслаждение. Потому что, когда нафс получает долю от наслаждения, покушав еду, он говорит: «Хвала Аллаху, который обеспечивает и содержит меня. Эта еда будет свидетельствовать за меня». Получает радость. Наслаждение удовольствия Аллаха – это наслаждение вечное после ее ухода в этой жизни. В последней жизни она остается. За хвалу он получит воздаяние. В судный день ему скажут: «Ты воздал мне хвалу, ты помянул меня, это твое воздаяние». Он наслаждается в этом мире и наслаждается в мире вечном. Второй пример. Он является хозяином уздечки своего нафса, и он не служит нафсу. Задумайтесь над этим. Он живет, пользуется дозволенными вещами этого мира, но он желает достигнуть удовольствия Аллаха и не является для этого мира. Живет с помощью Аллаха, хозяин своего нафса, и не служит нафсу. Когда нафс начинает отклоняться, требовать то, что не принадлежит ему, он думает: нельзя это брать. Это не в его владении, не в его силах. Тогда нафс украшает это для него. Ты можешь украсть, обмануть. Он говорит: нет, этим не будет доволен Аллах. Я стремлюсь к Аллаху. Я не беру лишь для наслаждения. Я беру, стремясь к удовольствию Аллаха. А этим Аллах не будет доволен, потому что Он не дал мне этого. Он начинает говорить нафсу «нет». Нафс начинает подчиняться. Вначале противоречит, но в конце нафс покоряется. Когда нафс покоряется, он направляет свой нафс по велениям Аллаха. Он начинает в повседневной жизни занимать тело, размышления, стремления на пути Аллаха. Находится на пути Аллаха днями и ночами. Увеличивается приближение к Аллаху. С увеличением приближения к Аллаху увеличивается возможность вести дела на пути Аллаха. Наступит время смерти, рано или поздно, в котором нет сомнений. Наступит это время, и он будет готов к встрече с Аллахом. Поэтому наша цель от нашей встречи, чтобы в нашей жизни с нами было желание достигнуть удовольствия Аллаха, вступить глубоко в этот путь в этой жизни. Мы нуждаемся жить вместе с побуждением и стремлением, приводящим нас на путь Аллаха. После этого с побуждением и стремлением вступить на путь Аллаха. Во-первых, мы столкнемся с проблемой, это наши прошлые грехи, касающиеся только нас и Аллаха, или грехи по отношению к людям. Мы станем нуждаться в покаянии. Совершив покаяние, направив сердце к Аллаху, человек устремит важную вещь, и это его сердце. Затем устремит то, что его сердце повреждено по причине прошлых грехов, прошлых состояний душевными болезнями. Эти болезни нуждаются в очищении. Мы болеем завистью, гордыней, показухой. Когда кто-либо пожелает очистить сердце, он поймет, что его деяния, совершенные органами тела, глазами, слухом, языком, пачкает сердце, потому что он не оградил сердце от этого. Итак, он нуждается в удерживании своих органов, своих деяний, действий. Как постоянствовать на поклонении все время, держать органы тела в поклонении, очистит от больших грехов. Мы чувствуем, что нуждаемся в постоянстве этого очищения. Далее расскажем о внутреннем и внешнем очищении. После этого расскажем о нашей нужде в поклонении, основа для которой служит поправление обязательных деяний.
как поправить на лучшее состояние, на лучшее постоянство правильного пути, как сердце держать поминание Аллаха, какова награда от поминания Аллаха, награда от маджлисов, от пятничной молитвы, что такое васвас, сомнения, с которыми мы иногда встречаемся, васвас от шайтана, который нас не оставляет следовать по пути Аллаха без проблем. Далее расскажем о путях шайтана, как очиститься от них, о мыслях, которые нас посещают. Это правильные мысли или неправильные, это сияние или тьма, эти мысли от шайтана или от Аллаха. Является ли это назиданием от ангелов или от навса, повелевающего плохое? Далее после этого расскажем о важности размышления, деяния размышлений, приближающих к Аллаху. Расскажем о получаемых остроумных мыслях, указывающих на довольство Аллаха. سيأتي الكلام أيضا عما يحصل لنا أثناء السير إلى الله. هذا يجري الله على يده شيئا من التيسير. Всевышний дает ему возможность сделать карамат из карамату. Как мы будем вести дела, видя это? Как не поддаться обману на пути к Аллаху и ему подобных встречающихся примеру? Мы должны знать о степенях навса, как их преодолеть. У навса 8 ступеней, от степени повелевающего плохое до степени полноценного. Как преодолеть наши навсы на пути к Аллаху? Наши отношения среди людей, отношения к людям, избегание людей, отношения с разных сторон, когда отвлекает справа, слева, в то время как мы на пути Аллаха. Мы нуждаемся в встречах с праведными людьми, в связи человека с наставником, который помогает нам проявлять на путь Аллаха. Пусть наша встреча будет по воле Аллаха назиданием друг другу. نتناصح فيما بيننا البين من خلالها كيف نستمر على هذا الطريق الذي نسير فيه وإليه نسأل الله عز وجل. Мы просим у Аллаха бараката для нас и для вас. На этой встрече мы говорили о понимании воли. Когда мы используем слово «желает», человек желает либо мирское, либо последнюю жизнь. О стадиях на пути к Аллаху, о которых мы расскажем в следующих встречах. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه بارك لنا في هذه المجالس واجعلنا من خاصة أهلها اللهم إنك مطلع على القلوب ومطلع على نواياها نسألك اللهم أن لا يبقى حاضر في هذا المجلس أو مستمع أو مشاهد له أو سامع عنه إلا وقد صححت نيته في الإقبال عليك اللهم صحح نوايا قلوبنا في هذه المجالس واجعلنا من الذين تنظر إليهم نظرة الرضا حتى لا يبقى في القلوب إقبال إلا عليك اللهم اجعل قلوبنا متصلة بك مقبلة عليك صادقة معك راغبة فيما عندك وبارك لنا في مجالسنا هذه وافتح لنا فيها فتحا من عندك يا أكرم من سئل وأجود من أعطى وما بخل بارك لنا في هذه المجالس واجعلنا من الصادقين في الإقبال عليك اللهم اجعل مرادنا أنت اللهم اجعل إرادتنا لك ولوجهك الكريم اللهم اجعلنا من مريد الآخرة ولا تجعلنا من مريد الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.